Здравствуйте. Предлагаю тендер номер 2 на перевод на башкирский. Я буду более краток, чем при видео при тендере номер 1, потому что это было слишком долго. Итак, смотрите. Необходимо перевести мультфильм, который выложен вот по этой ссылке, с русского на башкирский язык. Мультфильм идет примерно 1 час 9 минут. Срок дается 1-2 месяца, желательно не больше 2 месяцев. По выполнению работ, если вы качественно переведете, то я вам заплачу 3000 рублей. Соответственно, что нужно сделать? Нужно будет заполнить самим этот файл, то есть там мультфильм этот на русском языке идет, поэтому вы без проблем будете писать время, что там по-русски говорят в мультфильме, и переводить на башкирский. Вот я тут как-то на башкирский написал, может быть неправильно. Просыпайтесь, просыпайтесь, уянагат, ну что опять, не буде, там и так далее. В общем, и титры тоже желательно перевести, то есть какие-то титры идут, тут на русском, тут на башкирском, и полностью, значит, нужно заполнить эту таблицу. Если строчек не хватит, нужно добавить, но, по-моему, здесь даже лишние останутся строчки, то есть там хоть мультфильм и такой достаточно длинный, но как бы я не думаю, что текста будет очень много. И опять же, я повторяюсь, что вы много не заработаете, да, то есть я вам заплачу всего лишь 3000 рублей, деньги из моего личного бюджета, поэтому деньги небольшие, как бы, соответственно, вы на этом много не заработаете. Вот энтузиасты, которые хотят, чтобы, значит, наш язык не был уничтожен, и чтобы наши дети имели возможность смотреть мультфильмы на родном языке, можете поучаствовать в этом тендере. Соответственно, вот давайте посмотрим. Вот ссылочка. Ссылочку, да, копируем, вставляем. Допустим, сюда ее вставляем. И мы получаем этот мультфильм, который там идет. И там что-то болтает. Ну что опять? Просыпайтесь, дядя Сова! Видите, да, по времени? 4:56 примерно. Ну что там опять? Просыпайтесь, дядя Сова. То есть вот просыпайтесь, дядя Сова. То есть 4:54, просыпайтесь, дядя Сова. Вам нужно тут на башкирском написать потом, что происходит, просыпайтесь, уянагат, там и так далее. Ну, 4:58. То есть пишите время на русском текст из видеофайла и переводите на башкирский. Перевод должен быть профессиональным, красивым. По длительности перевода нужно, чтобы он более-менее примерно соответствовал длительности русского перевода, ну, чтобы там, как бы, вот как открывают они рот, вот примерно так, чтобы по длительности это было. А тут происходит. Просыпайтесь! Это случилось! Родился новый принц! Мы все идем на него посмотреть! Пойдемте, нам лучше поторопиться! Ну и, соответственно, много потом уже как бы идет файл без слов. То есть, видите, да? То есть, соответственно, потом у вас тут следующий появится только там 6, 7, 8 минут. То есть будет какой-то промежуток времени большой, когда идет картинка без слов. Вот видите, там что случилось, какой-то принц там родился и так далее. Вот. Так, соответственно, файл, который называется tender02 в Word, будет лежать в описании к видео, который будет в папке tender02. Да? То есть файл называется tender02 в Word. И, соответственно, вот давайте я вам покажу. Вот у нас есть tender01. Да? Tender01. Там я просил тоже что-то перевести. Соответственно, мы видим комментарий, что тендер номер 1 закрыт. Да? В скором времени будут новые тендеры, в которых вы сможете поучаствовать. То есть тендер номер 1 закрыт. Соответственно, кто-то там уже начал им заниматься. Поэтому мы здесь не, как бы вам не нужно в нем участвовать. Да, и вот в папочке, которая называется тендер номер 1, лежат там то, что нужно перевести, и сам файл, где все это описано. И вот, соответственно, тут есть ссылка внизу, видите, да, ссылочка на файл в Excel для тендера номер 1. То же самое будет вот с этим файлом для тендера номер 2. То есть, соответственно, у вас, вот у нас есть папочка tender02 называется. То есть вы когда заходите, если вы видите это видео, то как бы вы сразу поймете, вот у нас есть папочка tender02, заходите в эту папочку, вот этот файл, который нужно будет переводить, и вот файл, который вы смотрите видео, это вот я его сейчас выложил вот сюда, он сверху будет лежать. То есть вы будете видеть вот этот файл, который называется tender02, потом
вот, собственно, сам мультфильм для тендера номер 2. И вот внизу в описании для тендера 02, вот здесь вот внизу, будет ссылка на вот этот файл, тендер 02 в Word. Вы его, соответственно, скачиваете и уже можете с ним непосредственно работать. И также я там напишу свой телефон. Да? И давайте я вам тут лучше его напишу, чтобы было все просто. Как бы, да? То есть вот он телефон, по нему вы звоните, когда у вас возникнет желание принять участие в тендере и попробовать перевести за 3000 рублей, значит, мультфильм на башкирский. Ну, соответственно, не обижайтесь те, кому я отказываю в тендере, потому что, как бы, ну, значит, кто-то другой уже успел взять тендер, ну и какие-то там другие, какие-то коррупционные моменты, это шутка, конечно. Вот. И следите за тендерами, которые, я надеюсь, будут продолжаться на канале, и мы рано или поздно увидим результат наших трудов. Спасибо за внимание. Еще раз повторяю, то есть процедура такая, что, значит, я вот выложил тендер по телефону, по WhatsApp, вот по этому, который здесь вы видите, да, этот телефон, давайте красным сделаем. Вы мне сообщаете, что вот я хочу взять такой-то тендер, я готов или готова перевести на башкирский язык, вот это все, весь файл заполнить, прислать мне этот файл, причем все это сделать в течение месяца-двух, да, то есть красиво полностью на русском, на башкирском, полностью весь мультфильм. Прислать мне этот файл на почту, который я вам в WhatsApp сообщу. После этого я, как проверю, что все хорошо, я вам высылаю 3000 рублей, бюджет этого тендера, и пишу в комментариях к тендеру, что тендер закрыт. Ну, тендер закрыт, это после того, как вы взяли тендер. Это еще даже вы когда работу еще не сделали. Что тендер закрыт, что есть человек, который этим занимается. Все. Как бы после этого вы, пожалуйста, не обращайтесь ко мне. Если тендер закрыт, значит все. Да? Как бы не нужно продолжать обращаться, что хотите перевести. Я пока вот не скрываю папочку с тендером номер 1. Почему? Потому что, ну, кто-то там не поймет, как вообще работа там проходит, процедура там и так далее. Вот, чтобы более понятно было. А потом, естественно, в будущем, те тендеры, которые закрыты, я буду просто скрывать, чтобы вы их не видели. То есть, когда там наберется достаточно, хотя бы 3, 4, 5 тендеров, я уже предыдущие буду закрывать. Все. На этом все. Делиться не нужно этим видео. Там, как бы, я уверен, что люди и так найдутся на этот тендер. То есть не нужно там в соцсетях распространять и так далее. В общем, по этому тендеру обращайтесь по телефону, который написано здесь. Скачивайте файл, когда мы с вами договоримся. Да? То есть мы вначале договариваемся, что вы делаете работу, и только потом вы начинаете делать. Не нужно делать работу, чтобы несколько людей одну и ту же работу не делали. Да? То есть, как бы, и только после этого, соответственно, как это со мной договоритесь, я после этого закрываю тендер, и вы начинаете работать. Спасибо большое за внимание. До свидания.